Пятничное утро, в эфире программа «Новый день». Подходит к концу предпоследняя неделя декабря, пятница, а значит пора подводить итоги, которые мы и все планы, которые вы поставили в начале этой недели, мы очень надеемся, что они выполнены. Впереди выходные, и с спокойной душой мы их обязательно проведем. Да, доброе утро всем. В студии для вас сегодня будут работать Иван Луцкин, Катерина Винокурова. Завершающая неделя для нас перед наступающим Новым годом. На следующей неделе уже будут наши коллеги вести Евгений Гурлева и Максим Гоголев. Ну а что касается дня сегодняшнего, то сегодня 20 декабря, пятница. И сегодня отмечается Международный день солидарности людей. А поздравления с профессиональным праздником отправляются в адрес людей, которые обеспечивают надежный тыл и спокойствие граждан страны, работников органов госбезопасности Российской Федерации, или, как мы привыкли называть, ФСБ. Ну а если вы хотите поздравить своих родных и близких, то вы можете сделать это посредством нашего WhatsApp номера 8 914 279 2262. Также вы можете задать интересующие вас вопросы нам и нашим гостям. Темы с гостями нашей студии мы поднимем следующие. Да, темы у нас будут достаточно интересные. Это регистрация некоммерческих организаций. К нам придет начальник управления Министерства юстиции России. Буквально несколько минут тому назад приземлился самолет с главным спортивным врачом России. Мы его ожидаем тоже в нашей студии. Надеюсь, он успеет прямо к прямому эфиру. Кроме этого, мы ожидаем в студии ребят, которые недавно вернулись с Таиланда и поделятся опытом работы в международной школе. И также покажем, чем Якутия удивляла на евразийском конкурсе «Этно-Эррата». Мы с Катериной будем примерять интересные наряды, которые поразили москвичей и гостей столицы. Поэтому, я думаю, будет интересно. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Все это и не только. Мы вас с этими темами мы ознакомим вас в сегодняшнем нашем эфире. Ну а далее свежий прогноз погоды. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 38, минус 40 градусов. Днем ожидается до минус 39, минус 44. В Заречье утром минус 45, минус 47. Днем до минус 50. В Южных минус 36, минус 39 утром. Днем минус 37, минус 42 градуса. В Вилюйских минус 43, минус 46 утром, днем минус 42, минус 47 градусов. В Нижнеленских минус 35, минус 36 утром, днем минус 30, минус 35 градусов. В Западных минус 41 утром, днем минус 39, минус 40. В Колымо-Индигирских минус 37, минус 39, утром, днем минус 37, минус 39. В Вянских минус 52, утром, днем до минус 50. В Северо-Западных минус 35, минус 36, утром, днем минус 34, минус 36. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 38, минус 39 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 38, минус 40 градусов. Это говорит о том, что в Якутске сегодня активного дня нет. Температура комфортная для того, чтобы дети отправились в школу. Поэтому ученики сегодня учатся. Ну а мы продолжаем. Анатолий Никич Крыличевский, выдающийся советский художник, живописец, еще при жизни признанный профессионалами современным классиком. Сегодня в нашей пятничной рубрике «Муза и музей» мы познакомимся с его работой под названием «На катке».
Анатолий Юрьевич Никич Криличевский. Он рисовал много, всегда, расписывал ткани, делал заказные портреты. И его художественный язык сложился к 60-м годам. Это вот именно к тому времени, когда он пережил такие очень сложные этапы взросления. Это и арест отца в 1937 году, расстрел его, арест матери, эвакуация в Сибирь и в Среднюю Азию, и участие во Второй мировой войне. Он фронтовик. Учился у соцреалиста Ягансона, у бубонова-балетовца Смёркина. И человек, художник, у которого был свой собственный художественный язык и своя система. И вот сегодня мы представляем картину, такую жизнерадостную, несмотря на все перипетии жизни, на катке. 50-е годы, это послевоенное время. И художник показывает своим художественным языком мирную жизнь. Когда только страна начала отходить от тягот войны, это и постройки домов, это мирная жизнь людей, когда они выходят на каток, радуются жизни. Вообще интересная история, хочется обратиться к истории, с чего все начиналось, именно поговорить о коньках. Еще в XVI веке впервые голландцы определили, что кататься можно с удовольствием. И на зависть всем соседям это делали. А Петр I был новатором в этом деле. Он первым одел коньки, привинтил их к сапогам и так проскользил до верфи, где он проходил стажировку. Ну, а приехав в Россию, он организовал выпуск коньков в городе Тула. И даже еще и наш любимый поэт Александр Сергеевич Пушкин писал так: «Как весело, обув железом острым ноги, скользить по зеркалу стоячих ровных вод». Ну и сейчас мы знаем, как мы радуемся, когда наступает весна, открываются вот и парки, и озера заливаются, да, и расчищаются, и весь город, вся детвора выходит на каток и радуются жизни, и вот этот смех веселый. Кстати, если посмотреть на картину, то можно увидеть такое тоже предновогоднее предчувствие, или, может быть, это старый Новый год. Девушка подает мандарины другой девушке, угощает ее. Ну, а одна из девушек, она открывает эту корку, да, и вот прямо вот чувствуется этот аромат. Прямо вот хочется сейчас зачитать четверостишье поэта к этой картине. Коньки – январский антидот, чертить по льду косые знаки и вспоминать июль и маки, так встретить старый Новый год. Вот так скользить по январю через февраль к началу марта, взлетев над плоскостью Декарта и напевая «Я люблю». Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Вот стоило только Катерине напомнить наш телефон студии, и сразу же WhatsApp-сообщения появились. Поздравляем нашу доченьку Тимофееву Евочку с днем рождения. С такими словами: исполнился годик, как чудо свершилось, огромная радость у нас появилась. В семье нашей дружный ребенок родился, он ангелом светлым к нам с неба спустился. Ну вот мы тоже присоединяемся и поздравляем. Также желают нам доброго утра очень много жителей. Мы тоже вам желаем того же самого. И главное, хорошего настроения, тем более, что сегодня пятница, и это, наверное, будет способствовать хорошему настроению. Да, мы продолжаем. Охрана здоровья населения, безусловно, это очень важный аспект в нашей жизни. Много сейчас споров идет о реформах в системе здравоохранения, но есть на самом деле очень много положительных новостей, которые просто в ленте мы не успеваем замечать, и хотелось бы на этом акцентировать внимание. Так, в этом году в 6 улусах республики в рамках национального проекта здравоохранения и региональной госпрограммы развития здравоохранения республики открылись фельдшерско-акушерские пункты в Алайховском, Амгинском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском и Алданском районах. В каждом ФАПе
будут работать по одному фельдшеру и одной медсестре. Отныне жители сел в этих районах будут иметь возможность на месте сдавать ряд анализов, получать прививки и другие виды медицинской помощи. Также до конца года фельдшерско-акушерские пункты откроются в Вилюйском, Ленском районах. В следующем, в 2020 году, ожидается открытие 11 медучреждений в улусах республики, в том числе 7 ФАПов и 4 амбулаторий в Жиганском, Нерюнгринском, Верхневилюйском, Тамбонском, Устьянском, Нюрбинском, Сунтарском, Хангаласском, Татинском, Алекминском и Среднеколымском районах. Среди вот 6 ФАПов в нескольких районах медучреждение открылось впервые, да, то есть это где раньше медицинская помощь населению не оказывалась. Они оснащены мебелью, то есть медицинским оборудованием, таким как УЗИ-аппараты, ЭКГ-аппараты, гинекологический стул. То есть если роженица не имеет каких-то патологических особенностей, да, то районный акушер села может принять роды. Доброе утро еще раз. Мы продолжаем наш эфир. У нас в студии присоединились гости, ребята, которые вернулись буквально недавно из международной школы, которая проходила в Таиланде вместе с руководителем. Это Тимофеева Айталина, методист Малой академии наук Республики. Доброе утро. И ребята Гурьев Никита и Ижик Владислав, ученик 10 и 11 класса. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, расскажите, что это был за проект, откуда вернулись? Мы вот только что вернулись с Таиланда. У нас была международная школа обмена, которая организовалась вместе с школой научной академии Камнедвидия и Малой академией наук Республики Саха-Якутия. При поддержке целевого фонда «Будущее поколение Республики Саха-Якутия». Вот кратко про школу. Это вот одна из самых престижных школ в Таиланде, которая спонсируется нефтяной компанией PTT. Это, получается, частная школа, и мы с ними вступили в контакт, в сотрудничестве с этого года, когда вот прошла Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей. Там мы договорились об организации такой программы. Угу. А кто еще помимо вас или вас трое? Нет, с нами были еще 2 школьника из Республиканского лицея-интерната. А вот Никита, Влад, я и Василий Климович, ректор. Обучение вы прошли, как сказали, 8 дней, да? Да. Ага. Какая программа, насколько насыщенная, что делали, что увидели, с кем познакомились? Была в основном научно-исследовательская программа. Мы работали на современном оборудовании, изучали планктон, и в целом была биологическая сфера. После изучения мы работали на оптических микроскопах, на электронных микроскопах, на сверхточном оборудовании. Нам показали также цеха по производству изделий из металла и дерева. Это огромные цеха с ЧПУ-станками, на которых ребята уже в школе делают свои небольшие проекты и производят, например, сувениры. Еще из программы у нас обязательно входила защита собственных проектов и исследований. Мы поделились своими проектами с ребятами и преподавателями из Таиланда. Они же нам показали свои работы. А вот, допустим, что еще было интересного? Может, какие мы проекты представили? Я представлял проект беспроводной Wi-Fi точки доступа с многоуровневым алгоритмом защиты данных, которая предназначена для рядовых пользователей и обеспечивает им безопасность в сети. Владислав. Я представлял верификацию дипломов при помощи технологии блокчейн. В принципе, все проекты, которые мы представляли, их было 4, всем они понравились в этой школе. А общение шло на каком языке? На английском. То есть были переводчики или сами уже общались? Нет, все преподавание в этой школе производится на английском языке. До нас, после нас. И все ребята из Таиланда, которые поступают в эту школу, обязательно должны знать английский язык на хорошем уровне. Ребята отлично владеют английским. Да. Молодцы. Может быть, с кем-то удалось пообщаться с ребятами из других стран, обменяться контактами, наладить какие-то дружеские связи. Может быть, что-то запомнилось. Запланировать, может быть, что-то совместное, да?
В основном мы общались с профессором доктором Танитом в области биологических наук и исследований, с которым мы проводили исследования в области изучения планктона. И мы в основном с ним тесно сотрудничали на протяжении этих всех 8 дней. Так как период достаточно короткий, то мы практически все время тратили на работу и исследования в этой школе. А вот есть что-то, что, допустим, есть у нас в России, чего нет в Таиланде, и наоборот. Вот есть в Таиланде, а, допустим, у нас в России, возможно, нет. Да, вот эта частная система обучения в Таиланде очень грамотно организована тем, что при школе построен еще и институт. И, соответственно, в школе преподают профессора, исследователи, молодые исследователи, которые делятся своим опытом со школьниками, и получается гораздо более углубленное, интересное обучение для школьников. Это очень удачная концепция — располагать институт рядом со школой. Виталина, как проходил отбор ребят на данную международную школу? Мы работали со школами-партнерами Малой академии наук, это Республиканский лицей-интернат и информационно-технологический лицей номер 24 города Нерюнгри. И, следовательно, школы сами отбирали детей по успехам, достижениям, которые они имеют, и по уровню владения английским языком. А вы, ребята, сами из Якутска, из Нерюнгри? Из Нерюнгри. Из Нерюнгри, да? Тоже? Мы учимся в лицее номер 24 города Нерюнгри. То есть скоро домой еще поедете? Да. Продолжите ли вы обучение вот по данным программам и те темы исследования, которые заявляли, ну и в последующем кем вы хотите стать? Да, конечно, нам после работы непосредственно в Таиланде, в этой школе КВИЗ, нам нужно написать отчет о работе в лабораториях и завершить свою начатую работу, свое начатое исследование уже готовой работой. Владислав? Ну, в дальнейшем планирую работать в какой-то технической сфере. Работа в целом, обучение очень понравилось, и хочется продолжить, то есть закончить, отправить репорт. Виталина, а какие-то вообще, может быть, еще проекты планируете в ближайшее время? Да, вот эта программа была как бы первой. Но в последующем мы планируем также приезд таиландских школьников в наших программах. Возможно, они приедут следующим летом на исследовательской школе. И вот, надеемся, что вот наш первый проект прошел очень успешно, и таиландская сторона была очень рада продолжить наше сотрудничество. Спасибо большое. Хочется ребятам пожелать удачи, потому что те проекты, которые вы защищали, это даже уровень не 11 класса, а гораздо круче. Я думаю, что у вас все в жизни получится. Хочется вам успехов пожелать. Ну а Малой академии наук, новых талантливых ребят и новых проектов. Спасибо большое. С наступающим Новым годом. Спасибо, ребята. Удачи. А мы продолжаем наш эфир. На балу молодых специалистов собралось большое количество своих представителей. Отправили не только отдельные организации, но и общественные формирования наследия Алекминского района. Подходит к концу декабрь. Время подводить итоги. Свои итоги подвели и в отделе молодежи Алекминского района. Яркие, креативные молодые люди в этом году представили не менее ярких героев фильмов и мультфильмов. В зале объединились молодежь с ряда наследников района и города. Наш бал, конечно, посвящен году консолидации, потому что мы объединяем нашу молодежь, наши общественные организации, наши наслега, наши представители различных ассоциаций, советов. Тем самым вот именно тематически вечером, да, они объединяются, они показывают вот разные, вот, даже, допустим, вот персонажи, да, кинофильмов разных. Вот это вот все мы толчок даем такой, чтобы и творческий, и чтобы от обыденности они отошли маленько. Такой волшебный, сказочный вечер у нас состоялся. Здесь же были оглашены результаты районного конкурса «Лучший молодой специалист 2019». Шейниковой Аине Владимировне, представитель сельского хозяйства, муниципального образования, Табарский наслед. Саяна – специалист сельского хозяйства и уверена, это направление наиболее актуально, особенно для молодых. Это потому что основа, как говорится, жизни сельское хозяйство, так как оттуда и мясо, и молоко, и картофель. Мне кажется, что это развитие сельского хозяйства это перспективно и нужно.
Какая молодежь сегодня и чем она интересна? Мне немного, как и предложений, что реально сегодня зависит от молодых. Все считают, что она активная, она всегда в движении, но молодежь, она в первую очередь, конечно же, как и все люди, она нуждается в поддержке, она нуждается в понимании, она нуждается в дружбе, в консолидации всех наших населенных пунктов нашего большого Алекуминского района. Как правило, обычно молодежь — это всегда какие-то свежие идеи, что-то новое, что-то интересное всегда. Всегда это какие-то вот нововведения. Здесь же были озвучены ряд номинаций по разным направлениям. Но надо добавить, что ярких, молодых, уверенных в себе в районе очень много. Это и чемпионы, которые защищают честь района. Это школьники, имена которых звучат на уровне Республики Россия. То самое завтра, которое уже сегодня поднимает имя района на уровень выше. Елена Фаст, Алекминск. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Давайте поговорим сейчас о вакансиях, которые представляет Центр занятости населения города Якутска. Требуется ведущий специалист капитального строительства, материально-технического обеспечения, высшее экономическое образование без предъявления требований к стажу работы, целеустремленность, зарплата от 24 816 рублей. Требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда, среднетехническое образование, допуск свыше 1000 киловатт, опыт работы не менее 1 года. Заработная плата от на 24 экране. 816 рублей. Требуется секретарь судебного заседания, высшее юридическое образование. Без предъявления требований к стажу, зарплата тоже от 24 816 рублей. Буквально на днях, то бишь вчера, 19 декабря, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия организовало специальный семинар для некоммерческих организаций. Он был семинар практический, обучали тому, как создавать некоммерческую организацию, как готовиться к проверкам. И более подробно об этом мы поговорим с гостем нашей студии. К нам сегодня с утра подошел начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Бруханов Александр Александрович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, что за семинар, кто принимал в нем участие конкретно? Ну, начну с истории создания, собственно, этого семинара. В сентябре текущего года в ходе рабочей встречи заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григория Владимировича Куранова с представителями некоммерческих организаций возникла идея и было предложено Управлению Минюста России по Республике Саха-Якутия ввести дополнительную работу в сфере методической помощи некоммерческим организациям. Но и с октября текущего года Управление Минюста, собственно, ввело такое понятие, как семинар-практикум для тех некоммерческих организаций и для людей, которые собираются создавать эти некоммерческие организации в целях оказания методической помощи. На этих семинарах рассматриваются вопросы государственной регистрации некоммерческих организаций, создания, изменения учредительных документов, реорганизации и так далее. И разъясняется порядок проведения контрольных мероприятий в отношении этих организаций. Ну, собственно, вот такие вот вопросы изучаются. Буквально вчера прошел этот семинар. На семинаре присутствовало 15 человек. Это и представители организаций, как я уже сказал, люди, которые собираются только создавать организации некоммерческие. Ну, в принципе, по моим сведениям, все были удовлетворены той работой, которую мы проводим вот в этом направлении. Сколько вот на данный момент в республике действует некоммерческие организации по вашему реестру? Ну, в настоящее время ведомственный реестр некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Республики Саха-Якутия, содержит сведения о 2252 некоммерческих организациях. И по каким направлениям? Совершенно разные направления. Чаще Это и встречаются. религиозные организации, и фонды, в том числе благотворительные, и автономные некоммерческие организации,
То есть, ну, весь набор организационно-правовых форм, предусмотренных законом, у нас имеется. А направления их работы, ну, как я уже сказал, и религиозная деятельность, благотворительная, спортивная деятельность, в сфере волонтерства, ну, совершенно различные. Да? У нас все есть. А вот по проблемам регистрации НКО, да, все-таки семинар был основное направление, на эту тему затрагивал. Что необходимо для регистрации и, соответственно, какие ошибки чаще всего встречаются, когда подаются эти документы? Ну, скажем так, весь набор, весь перечень того необходимого, чтобы создать организацию, либо внести изменения в ее учредительные документы, либо произвести регистрацию, не связанную с внесением изменений в учредительные документы, ликвидацию, реорганизацию и так далее. То есть весь этот перечень у нас на сайте управления Минюста размещен. Ну, в частности, что касается, например, создания, небольшой перечень, это заявление о госрегистрации, устав, решение о создании, протокол, ну и необходимо оплатить государственную пошлину. А сколько она сейчас составляет? При создании 4000 рублей, при внесении изменений в учредительные документы 800 рублей, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, госпошлина не облагается. А вот по поводу ошибок, вот где чаще всего ошибаются представители некоммерческого сектора? Ну, чаще всего это заполнение заявлений. Вот в этой части чаще всего встречаются ошибки. Несоответствие устава, бывают зачастую случаи при проведении правовой экспертизы учредительных документов. Ну и бывает, что решение о создании оформляется в ненадлежащем порядке, собственно. Но также эти же самые типовые нарушения, которые выявляются при правовой экспертизе в рамках государственной регистрации некоммерческих организаций, они размещаются на сайте управления, поэтому всем, кому интересно, могут зайти в соответствующий раздел некоммерческие организации, ознакомиться и не допускать таких ошибок при представлении документов на регистрацию некоммерческих организаций. А за нарушение как раз-таки ответственность какую несут? Ну, мы сейчас, наверное, будем говорить о контроле, насколько я понимаю, да, осуществляем, потому что за нарушение при предоставлении документов, к счастью, да, у нас не предусмотрено наказание. Управление Минюста в рамках контрольных полномочий осуществляет, значит, ну, скажем так, 3 есть вида мероприятий контрольных. Это участие в мероприятиях некоммерческих организациях, это анализ их отчетов, которые они ежегодно должны предоставлять до 15 апреля года следующего за отчетным, и, собственно, проведение проверок. Проверки у нас бывают как плановые, так и внеплановые, как выездные, так и документарные. План проверок утверждается на год. Также размещен на сайте управления Минюста. С ним можно заблаговременно ознакомиться и подготовить необходимые документы. Ну, при выявлении в рамках контрольных мероприятий управлением принимаются, собственно, следующие меры. Это вынесение предупреждений, это составление протоколов об административных правонарушениях. Ну и, собственно, как крайняя мера, но, к сожалению, она применяется в практике, да, это исковые заявления направляются в суд о ликвидации организации. Если возникают вопросы у людей, куда можно обращаться? Можно обращаться и по телефонам в отдел по делам некоммерческих организаций, можно прийти на личный прием, город Якутск, улица Амосова, дом 18, на 4-м этаже, собственно, у нас отдел по делам некоммерческих организаций. На 1-м этаже мы открыли кабинет приема некоммерческой организации для удобства. Спасибо большое, Александр Станович, что подошли к нам в студию. С наступающим вам с Новым годом. Ну и интересной работы с некоммерческим сектором. Спасибо. Отличного дня. Сейчас короткая пауза. Мы продолжим после нее. Добро пожаловать в новый день, 20 декабря, пятница на календаре. А мы продолжаем наш эфир, и на подходе у нас уже новости от информационной службы нашего канала. Им слово.
Здравствуйте. В прямом эфире новости в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Процедура оформления ипотеки с использованием средств материнского капитала будет упрощена. По мнению главы государства, нужно уменьшать количество дней, которые требуются на внесение средств маткапитала в качестве первичного вклада в ипотеку и ее погашения. Сейчас в целом такие решения принимаются. Количество этих дней будет сокращено почти в 2 раза, заявил Владимир Путин и добавил, что необходимо расширять применение так называемого электронного товарооборота между клиентом, пенсионным фондом и застройщиком. С тем, чтобы отношения между клиентом банка и пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, с соответствующими застройщиками осуществлялись без участия человека, чтобы он только подал заявку, а банки сразу бы разобрались с пенсионным фондом, когда и сколько можно получить денег. Тогда это можно делать вообще за один день. И это можно сделать. И нужно сделать. Мы совсем недавно только с коллегами обсуждали это, мы и будем это делать. Глава республики Айсен Николаев рассказал об основных значимых темах, которые затронул Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве. Одним из первых прозвучал вопрос с Камчатки об авиатарифах. Президент ответил, что программы плоских авиатарифов, программы субсидирования будут расширяться и продолжаться. Это не может не радовать якутян, отметил глава республики в своем аккаунте в Инстаграм. На это внимание. Значит, что Камчатка выпадает. Мы будем это делать и дальше. Больше того, она, как вы знаете, эта программа расширяется не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. И это тоже мы будем делать. Но в целом, конечно, нам просто чего нужно добиваться? Роста доходов граждан, которые мы, думаю, еще поговорим, у нас растут очень медленно. Это первое. И снижение издержек при перевозках. Таким образом, нужно будет снижать и тарифы, но на проезд билетов, стоимость билетов. Но эти программы будут продолжаться. Айсен Николаев также прокомментировал слова российского лидера о дальневосточном гектаре, льготной ипотеке и поддержке сельхозпроизводителей. Отдельным пунктом глава республики выделил тему патриотизма, которую затронул Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Цитата. «Мне особенно приятно было услышать из уст президента, что идеология может быть одна – патриотизм. Я понял, что не ошибся, объявив в Якутии 2020 год годом патриотизма», заключил Айсен Николаев. Артисты Саха-театра готовятся к новой премьере. Это спектакль «6 персонажей в поисках автора» по произведению итальянского писателя Луиджи Пиранделло. Постановка начинается обыденно и заканчивается трагически. В театре во время дневной репетиции приходят персонажи, еще не написанные пьесы. Отец, мать, падчерица, также сын, мальчик и девочка. Все они облачены в маски. Персонажи просят режиссера поставить драму об их семье. К слову, в мировом репертуаре прием театра в театре считается самой трудной постановкой. Премьера закрывает год театра. Спектакль состоится уже завтра. Здесь вы, зрители, увидите себя, возможно, увидите окружающих себя, увидите, наверное, и происходящие вокруг нас события, и комические, и трагические, и драматические. Поэтому, значит, мы, актеры, с удовольствием работают над этой пьесой. И главная, наверное, идея этого спектакля как раз соответствует году театра, и он называется так, по-шекспировски: «Весь мир – театр, и все мужчины и женщины в этой жизни – актеры». Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато-2019» прошел в Московском доме национальностей 7 и 8 декабря, где свои работы продемонстрировали модельеры из стран и регионов Евразии. В частности, из Якутии на конкурс отправились участники, среди которых такие известные в республике люди, как дизайнер Лидия Будищева, а также народный мастер народных художественных промыслов Якутии Надежда Пахомова, а также народный мастер Николай Никитин. Да, ну вот Надежда Пахомова у нас как раз сегодня в студии. Доброе утро. Доброе И вы утро. принесли просто, вот честно, шикарная коллекция, необычная коллекция. Представляли вы ее на конкурсе, я так понимаю? Да. Вот моя коллекция называется «Стилизованные протекторы тюрка в земле Лонхо».
Ну, наша делегация состояла из 28 человек из Якутии. Мы представили наши коллекции. 9 дизайнеров-модельеров участвовало. Как вы уже сказали, известные в республике Лидия Будищева, Александр Гаврильева, Иван Ефремов, Александр Иванова, извините, Николай Никитин, Надежда Пахомова, это я, Анна Семеновна, Азиана Харлампиева и сестры из Вилюйска Раиса Петрова и Муза Петровна. Ага. И вот наше участие, конечно, очень радостное, потому что в 4 номинациях у нас наши модельеры заняли призовые места. И, конечно, очень приятно, что в такой момент, когда вот наша республика показывает свою национальную культуру и также общается с другими народами, так как вот этот наше участие в Московском доме национальности и в Большом зале правительства, это участие очень такое достойное, и мы гордимся, что приняли в такое участие, и результаты, как я уже сказала, очень хорошие. Мы очень благодарны нашему руководителю Яне Викторовне Игнатьевой. Она нас всех сплачивает в республике, за регионы. И также, как наших мастеров, она, как всегда, поддерживает. И вот мы поехали в Москву. 17 человек остановились в Бетчагде. Там все были условия. И, конечно, мы ездили организованно на микроавтобусе в центр Москвы. И, в общем, моя коллекция, конечно, она... Ну вот она, часть представлена здесь. Да? Вот давайте вот это необычная, она, что конечно. представлено на манекене. Хотела бы я сказать, что здесь новинка в том, что вот войлок, как наши тюрки, так и названа моя коллекция, протекторы тюрков земли Лонхо. Да, вот стоит... Да, вот здесь вот, обратите внимание, здесь герб Якутии. Да, герб Якутии, это богатырь, в общем-то, можно сказать, да, ну как-то образно. И на нем такая шапка из войлока. Войлок очень такой хороший материал. Ну, в основном это, как мы понимаем, делают вручную, да, вот валяют. И сухое валяние тоже, многие уже знают, как это исполняется. Ну, оказывается, продается еще метровый войлок. И можно использовать это, ну, скажем, многим людям, детям можно шить, оказывается. Ну, я вот решила немножко пофантазировать, и все-таки мы, как, скажем, тюрки, у нас все равно войлок, как, ну, народ Саха называет болдёх, ага, ну, то есть он у нас, в общем-то, и раньше был, как мы понимаем, что у нас... Ну, из шерсти бараньи делалось когда-то очень давно. Наши предки все равно пришли в этой одежде, я так полагаю. И необходим при наших так климатических условиях. Да, а вот именно этот костюм, да, занял первое место? Нет, у меня 7 костюмов. Ага, и они все вошли в номинацию «Лучшие костюмы с севера, Сибири и Дальнего Востока». И вот статуэтка, такой мини-Оскар Этноэрата, который в Якутию прибыл, уже тоже в нашей студии. Да, Ник, это очень такая победа, как... Ну, в моей номинации еще участвовала Анна Семенова, Азиана Харлампиева. У них тоже почетные 2-е, 3-е места, да. И наш, конечно, именитый тоже Николай Никитин в ретро-этническом занял 1-е место. И, конечно, самое достойное это... Высокую премию получила наша Лидия Будищева, которая нам открыла в этот прекрасный мир конкурса Этноэрата. Мы очень благодарны Раушан Мустахановне, и наша вот Яна Викторовна всегда с ними сотрудничает, с Этноэратой, вот, и они вот организаторы и авторы этого очень прекрасного, в общем, проекта. Мы участвовали и
были очень удивлены, что вот как раз-то тема зимней одежды, как-то, в общем, это наша тема, так как мы живем в очень таких суровых климатических условиях, да, и как здоровье-сберегающая одежда, она должна у нас все-таки так же, как и мода, ну, скажем, диктовать другие регионы, что мы вот тоже можем это как-то, ну, вот стилизовать, да. Сейчас я, конечно, на том этапе, когда я вот начала учить вот это войлок, да, и хотела бы, вот мои подруги, мои Сантаева, Юлия и Потапова, и Туяра, они мне очень помогли еще в 2013 году. Мы там заняли почетное 2-е место в этнической одежде современной. Мне да? тоже стоит надеть, наверное, да? Да, ну вот мы уже решили примерить. На Ой, самом деле ну, шапка вообще классная. Удобная, уютная, да, ничего не колется. Вот вроде говорят, что войлок, да, там колоться будет. Но тут прям Я вот правильно надеваю, да? Очень красиво вам идет, ага. Это налобник. Ну, наш народ, цеха, да, красавично. очень красиво вам идет, ага. Одевал Сумочку многослойную одежду, здоровье сберегающая одежда. Это благодаря такой одежде наши предки в таких суровых условиях выжили, да. И поэтому мы можем это из того века в этот век перенести и одевать вот так красиво нашу молодежь, да, чтобы они одевались тепло. Ведь здоровье сберегающая одежда в нашем климате так Это необходимо. женская, да, шапка? Это женская, да. Ну вот я в виде шляпки сделала, да. Конечно, есть моя фантазия в этом, да. Зимой хочется, может, кому-то шляпу одеть, да, и можно у всех предки охотники, родственники охотники, можно так красиво тоже А фантазировать. вот это да? атрибут, я так понимаю, мужской одежды, да? А это атрибут, кстати, вот сейчас скажу, очень интересный момент был, да, когда я отбирала своих моделей. Там сразу как бы с Якутии я могла бы увезти своих, ну, очень красиво, все идет вам. Блестит же. Да, очень Вообще, красиво. вот всё. Знаете, вот даже с платьем сочетается, красиво. Ну, как это атрибутика нашего края, Еще ну, тут севера, перья. да, ага. Образ новогодний. Да, очень красиво. Ага. И мы, кстати, вот когда модели этих, ой, извините, Надежда, наших к глубокому моделей сожалению, эфир искали. подошел к концу, Ага. да, наш с вами. Но хочется пожелать вам удачи, классные модели. Я думаю, о Спасибо, вас вот еще будет отдельный Есть, сюжет. ага, вот видите, такие вот моменты, когда надо фантазировать. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Пришло время поговорить немного о погоде в нашей республике. Сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 38, минус 40 градусов. Днем ожидается до минус 39, минус 44. В Заречье утром минус 45, минус 47, днем до минус 50. В южных улусах минус 36, минус 39 утром, днем минус 37, минус 42 градуса. В Вилюйских улусах минус 43, минус 46 утром, днем минус 42, минус 47. В Нижнеленских минус 35-36 утром, днем минус 30, минус 35. В западных минус 41 утром, днем минус 39, минус 40. В Колыма-Идигирских минус 37, минус 39 утром, днем до минус 39. В Янских минус 52 утром, днем до минус 50. В северо-западных минус 35, минус 36 утром, днем минус 34, минус 36 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 38, минус 39 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 38, минус 40 градусов. Мы продолжаем наш эфир. Семья Слепцовых приехала в Якутск на мероприятия, которые посвящены 30-летнему юбилею Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Также на торжественный вечер, посвященный столетию своего дедушки, знатного чемпиона оленевода Степана Григорьевича Слепцова. Тему продолжит наш следующий сюжет. Вот Степан Григорьевич Слепцов ролне нятылне. Элген мола турун докунамдеп. Иненге терегер ай биден. Айш билди, абгараш билди, эскен, эскен, эскен.
Моя семья занимается оленеводством. У нас есть община имени нашего дедушки, кочевая родовая община имени Степана Григорьевича Слепцова. Вот, занимаемся оленеводством. Кочуем, несмотря на холод, на жару, круглогодично. Площадь наших земель да, очень большая, охватывает почти всю территорию улаханчестайского наследия. И когда мы кочуем, то мы даем это жертвоприношение. Вот, берем это, там всегда бывают камни, и там мы ставим эти ветки, и между ветками мы вешаем разные лоскутки эти ткани, и бисер, там еще этот оленей мех обязательно. Но мы с малых лет связаны с природой, с рождения. Мы родились в таежных условиях, в палатках. Вот одна только наша сестренка только в поселке родилась. Семья Слепцовых сохранила свой уникальный эвенский язык. И каждый в семье, от мала до велика, свободно владеет своим родным языком и прекрасно воспевает свой родной край. Дед мой знатный оленевод, чемпион. Он был много лет бригадиром стада. Наш отец был очень хорошим человеком. Добрый был, отзывчивый, трудолюбивый, нас учил труду. Еще других детей, молодежь учил трудиться в оленеводстве. Старшее поколение Слепцовых заложило прекрасное воспитание, понимание семьи, отношение к природе. Это и многое другое можно понять через колыбель матери, которую они любят петь. Максим Гоголев, Андрей Лазарев. Новый день. Передаем большой привет нашим родным, близким, землякам улаханчестайского национального наследия. С наилучшими пожеланиями и с наступающим Новым годом. Всем привет! Какие положительные эмоции от этой семьи? Вот прямо с утра и сразу хорошее настроение. Мы продолжаем и готовы зачитать порцию поздравлений, которые пришли на наш WhatsApp номер. Поздравляем энергетиков с наступающим профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, безаварийной вам работы. Также еще здесь были поздравления. Пантелеймона Дмитриевича поздравляем с днем рождения. Будь всегда таким же бодрым. Молодец, Пантелеймон Дмитриевич. Также здравствуйте, дорогого зятя Юрия Карловича поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, семейного счастья. Теща и тесть Яковлевы Смегина Кангаласского улуса, село Рассолода. И еще одно поздравление. Я так поняла, это наши коллеги по цеху отправляется. Поздравляем нашу Айсену с днем рождения. Камера, мотор, прямой эфир. Пусть жизнь будет как зефир. Поздравляем с днем рождения, и Новый год привнесет угощение. Желаем Айсене счастья, радости, инженерной силы и работы без тягости. Твои коллеги поздравляют Айсену. Мы присоединяемся к поздравлениям. Еще один юбилей отмечается у нас в Якутии. Это 70-летие спортивно-врачебно-физкультурной службы Республики Саха-Якутия. И у нас сегодня в студии гость, пока один, буквально на подходе. Надеемся, что мы успеем, будет еще один, только с пылу жару. Ну, надеемся, а пока у нас успеет забежать. Да, надеюсь, успеет. Да, Назарова Кюна Николаевна сейчас у нас в студии. Это главный врач Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Доброе утро, Кюна Николаевна. Доброе утро. Да, а ожидаем мы в гостях профессора, доктора медицинских наук, главного специалиста по спортивной медицине Минздрава России Поляева Бориса Александровича. Вот буквально вот-вот, ну, надеемся, что успеет. Кюна Николаевна, пока вам первый вопрос. 70 лет – это достаточно большой уже срок. Чего удалось добиться за это и какие-то планы, возможно, уже ставите на будущее?
Еще раз добрым утром. И хочу сказать, да, немножко исторический ракурс, с чего все это начиналось. Начиналось это в 1949 году, потому что в послевоенное время активно начали развиваться физическая культура и спорт. И в отделении физиотерапии городской поликлиники номер 1 был открыт кабинет врачебно-физкультурного контроля над теми лицами, которые занимаются спортом и физической культурой. Собственно, с этого момента и начинается веха развития нашей службы, врачебно-физкультурной службы, которой сегодня исполняется 70 лет. Да, и на сегодняшний день и Борис Александрович. Вот Борис Александрович как раз успел. Доброе утро. С добрым утром. Да, вот, пожалуйста, проходите. Да, пожалуйста, занимайте место. Ну, наконец, наш долгожданный гость прилетел. Борис Александрович, Да. добро пожаловать в Якутию и сразу к нам в студию. Еще мало того, что еще и в прямом эфире. В прямом смысле с корабля на бал. Вы в прямом эфире. Да, с самолета вот прям не переодеваясь, что называется. Взяли. Вы в первый раз в нашем регионе или уже были? Вы знаете, я не первый раз. Вы очень гостеприимный народ, поэтому я, наверное, уже раз третий. Я был на 2 играх. Дети Азии, да? Дети Азии, да, с большим удовольствием, надо сказать, был. И один раз прилетал, собственно, с этого знакомства началось, мы читали лекции. Это была суровая зима. Как сейчас. Приблизительно, да. Так что с большим удовольствием сюда езжу и получаю радость от общения с коллегами и от всего, что вижу. Вы посещаете многое количество регионов страны. В чем, возможно, отличие есть регионов в области подготовки спортсменов и врачебного сопровождения непосредственно? И, может быть, отличие нашего региона непосредственно? Ну, что бросается в глаза, конечно, это особое уважение к вашим заслуженным спортсменам. Очень внимательно относятся, чествуют, а это, безусловно, пример для молодежи. И ребята занимаются таким азартом, это видно. Плюс еще, ну, я со своей колокольни смотрю, конечно. Как главный специалист Минздрава, я очень рад, что тут сложился очень хороший коллектив. Кюна Николаевна, она молодец, она хороший организатор. Но и это, безусловно, дает свои плоды. Во всяком случае, родители за своих детей, за их состояние здоровья, когда они занимаются спортом, могут быть спокойны. Что нового в спортивной медицине произошло за последнее время? Мы, конечно, не можем не обойти ту ситуацию с нашими спортсменами в области допинга. Тем не менее, спортивная медицина активно развивается и делает все возможное, чтобы наши спортсмены сохраняли свое здоровье. Вот что нового и какие достижения есть? Вы знаете, спортивная медицина, она же как бы является симбиозом различных, не только медицинских направлений. Спортивное питание, спортивная кардиология, спортивный травматизм. Все имеет свои особенности, безусловно. И мы обязательно используем все достижения клинической медицины. В спортивной медицине это дает вот такой хороший именно толчок. А клиницистам очень интересно смотреть на спортсменах. Почему? Потому что какие происходят изменения, как действуют лекарства, препараты или разработанные методики. Потому что это экстрим. Это человек в экстремальных нагрузках, ну, приблизительно как космонавты. Только их немножко побольше спортсменов. Космонавты совсем штучный товар, что называется. Так что нет, постоянный рост, постоянно повышение квалификации, надо сказать, это в спорте сейчас очень высоко приветствуется. Ну и результат у нас хороший. А то, что касается допинга, ну, как вам сказать, есть статистика, и мы далеко не лидеры наши, так сказать, увлеченные спортсмены. Америка, Италия, Германия имеют значительно больше вот спортсменов, которых уличили в употреблении допинга, нежели мы. Ну, к глубокому сожалению, да, страдаем. Будем считать, что это политические какие-то аспекты. Кира Николаевна, у вас есть и хорошее событие, новость. Буквально недавно вы получили новое здание и переехали. Да. Где и вы к нашему юбилею у нас новое трехэтажное здание. Мы находимся на Чайковского, 117/2. Там разместилось отделение спортивной медицины, также отделение медицинской реабилитации, это амбулаторный прием и дневной стационар.
Кого вы обслуживаете в первую очередь? Только ли спортсменов или, может быть, и Ну, детей? отделение спортивной медицины, безусловно, это детская юношеская спортивная школа, училище Олимпийского резерва, и те люди, которые занимаются спортом, и также ветераны нашего спорта. Да? Ну и отделение реабилитации, это у нас 3-й этап медицинской реабилитации. У нас, согласно приказам Минздрава, идет маршрутизация. Ну, 3-й этап, то есть это конечный этап, да, то есть люди с реанимационной койки попадают в стационар, со стационара к нам уже попадают. Вот. Спасибо большое, что это раннее утро. Вы прямо с самолета к нам, да, Борис Шипина Николаевна, не с самолета, но все равно волновалась тоже за вас. Хочется поздравить с юбилеем службу, 70 лет, действительно большой праздник, пожелать только успехов и всего самого доброго. Если можно еще одно слово, я как бы с определенной миссией приехал, у меня есть поручение министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Игоревны Скворцовой. Я привез, чтобы вручить благодарность коллективу Спасибо. Центра лечебной физкультуры от министра лично. Так что это сегодня состоится у нас. Спасибо. Спасибо. Удачного дня, прекрасного. Ну, а